Мария is lawyer. Maria is lawyer. Артикль помогает понять, что это адвокат. А если вдруг мы хотим сказать, что Мария мама, да? Вот и все. Мария мама. Хотя редко такое предложение может возникнуть, но вдруг. Тогда лучше сказать артикль. Maria's a mother. Или вообще, чтобы не путать иностранца, лучше сказать Мария is mother, например, даже без артикля пойдет. И все, давай. Слишком не будем грамматику грузить. И 2D. Давай посмотрим, что у нас получилось. Cross out the wrong form. Cross out. Зачеркните неправильную форму, да? То есть, как здесь. It's Kate's bag. Это как бы кейтовская сумка. А здесь у нас получается It's bags Kate. Тогда получится это вот это Катя сумки, да? У сумки же нет Кати. По логике понятно, что должно быть Kate's bag. Ну давай попробуй, я тебе буду подсказывать. Do you like Jane's cats? Do you like Jane's cats? Ты любишь джейнских кошек? Да, ты любишь джейновских кошек. Так, ладно, не будем ничего зачеркивать, мы просто будем читать только правильный вариант. I drive my mother's car. I drive my mother's car. Я вожу моей мамы машину. Next. Amelia is my sister's wife. Амелия моей сестры жена, ты сказал только что, да? My wife's. Да, у сестры, потому что жены быть не может. Амелия is my wife's sister. Моей жены сестра. Отлично. This is my friend's house. This is my friend's house. Это Моих друзей дом. да, или моего друга, один, my friend. Моего друга дом. Next. Who are you? Who are you? Кто ты? Кто ты? I'm Daniel's brother. I am Daniel's brother. Я Даниэла брат. Next. He works for his father's company. He works for his father's company. Он работает для Или на его отца компанию. компанию. 7. She's the policeman's wife. She's the policeman's wife. Да, у полицейского жена она, а не наоборот. Don't do your sister's homework. your sister's homework. Молодец. Don't do your sister's homework. Не делать твоей сестры работу. Домашняя работа. Отлично. Be complete with S, possessive, S is, S plural. Как третье лицо, да, тут написано, но мы решили не париться. Но здесь имеется в виду S, третье лицо, это наши капризные местоимения. He, she, it, которые. Или вообще ничего не ставить. Завершите с... Завершите с S-кой такой, такой, такой. Или вообще ничего не ставить. Но здесь даже больше правописания у нас будет, да? Ну мы давай просто прочитаем. Без правописания, просто с какого нового слова мы получим. My friend's father works in Germany. My friend's father works in Germany. Translate. Моего друга отец работает в Германии. My brother is a lawyer. My brother is a lawyer. Мой брат адвокат. Поэтому в первом случае у нас S-ка какая? Вот эта S-ка. Вот сюда поставили ее. Сокращение my brother's a lawyer. He is 24. For. Ему 24. Полное, да. He is. А в разговорном he's 24. He works for Microsoft. He works. Какая S-ка? Вот это. Даже правильно сказать вот это, да? У капризного местоимения. He works for Microsoft. У этих капризных местоимений мы в конце глагола ставим S-ку. Помним, да?
Он работает на Microsoft. He lives in... He live. В не мешаем, как на Ф. He lives. He lives in Seattle. Seattle. He Seattle. lives in Seattle. With With his 3 children. Он живет в Сиэтле с его 3 детьми. Children это есть children. Здесь вообще ничего не нужно ставить. He has 2 boys and a girl. He has 2 boys and a girl. Он имеет 2 Boys, мальчиков. S какая? Plural, как множественное число. He has 2 boys and a girl. Good? My brother's wife